Верните, люди, родину свою. В начале диалог с Анастасией мне непонятен был. Ее суждения даже ненормальными казались. Но потом я и сейчас о них невольно вспоминаю. Как на вопрос о том, что делать надо, чтобы ни межпланетных, ни земных войн не было у нас, чтобы бандитов не было, и дети здоровыми, счастливыми рождались. Она ответила: всем людям надо посоветовать, Владимир, верните, люди, родину свою. Верните родину? Ты, может быть, ошиблась, так сказав, Анастасия. Есть родина у всех. Просто не все на родине живут. Не родину вернуть, самим на родину вернуться нужно. Ты так сказать хотела? Владимир, не ошиблась я. Нет, родина у большинства людей, сейчас живущих на планете. Ну как же нет? У россиян Россия родина, у англичан Англия. Все же где-то родились, и, значит, родиною называться будет та страна, где человек рожден. Считаешь ты, что родину свою границей, кем-то обусловленную, нужно мерить? А чем еще? Так принято. У всех государств границы есть. Но если б не было границ, тогда чем родину свою ты обусловить мог? Тем местом, где родился, городом или селом. А может, вся земля была бы тогда родиной для всех. Могла бы и вся земля быть родиной для каждого живущего на ней. И все вселенское ласкать могло бы человека, но для того соединить все планы бытия в единую необходимую точку. Ту точку родиной назвать своей, в ней сотворить любви пространство. Все лучшее, вселенское, соприкасаться будет с ним, с пространством, родиной твоим. Собою, через эту точку вселенную, ты будешь ощущать, непревзойденной силой обладать. В мирах других об этом будут знать. Тебе служить все будет, как Бог, Создатель наш, того хотел. Владимир, ты не просто выслушай меня, почувствуй все, что нарисую я, и мысленно проект сам дорисуй, и каждый пусть его со мной рисует. О Боже, люди, хоть попробуйте, прошу. В каком-то радостном волнении Анастасия словно трепетала, взывала к людям, и во мне рос интерес к ее проекту. Поначалу он простым казался мне, и в то же время ощущение возникало, будто тайну необычную Анастасия открывала. Вся тайна, заключалась в простоте. А если по порядку, вот как все звучало. Анастасия продолжала. Сначала выбери себе из всех возможных мест, благоприятных на земле свое, тебе понравившееся место, в котором ты хотел бы жить, в котором пожелать и детям мог своим их жизнь прожить, и правнукам своим ты станешь доброй памятью. В том месте климат для тебя благоприятным должен быть, в том месте на века. 1 гектар земли себе возьми. Далее Анастасия стала детализировать свой проект, называть обустройство гектара сотворением родового поместья, доказывать его значимость, в том числе и с помощью ранее неизвестных мне притч. Я приводил ее слова в последующих книгах, не осознавая в полной мере их значимости. Владимир Мегре, «Сотворение», книга 4, глава «Каждый может строить дом». Владимир Мегре, Анастасия, энергия твоего рода.